Это Хакасия Лайв. О прошлом, настоящем и будущем Хакасии сегодня будем говорить с Владимиром Николаевичем Штыгашевым. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. Владимир Николаевич, вас по полному праву можно назвать живым свидетелем истории, не только свидетелем, но и тем человеком, который создавал ту Хакасию, в которой мы живем сегодня. Вы всю жизнь жили и работали здесь же выросли ваши дети, выросли внуки. А каким было ваше детство? Я родился осенью 1939 года. В это время бушевала, начала уже Вторая мировая война. Раннее детство выпало на войну. Естественно, помню, как провожали на фронт, как получали похоронки, как плакали и так далее. Это я тоже все помню. Вернулся отец инвалидом первой группы. Контузия тяжелая на Бородинском поле в 1941 году. Он, кстати, от Смоленска отступал до Москвы. В 1948 году совсем что-то худо стало. Обследовали его, прооперировали. В сердечной сумке нашли там 2 осколка, как стружки от консервной банки. В общем, развился, видимо, какой-то там сердечная недостаточность, и он умер. А поскольку он уже там находился несколько месяцев в госпитале, мать заболела, семья у нас была большая, 7 ребятишек. Естественно, куда? Там все нищие были. Решили там человека 3-4 семьи сдали в детдом. Детдом был большой, 360 человек. Вот там был копия Советского Союза. Финны были, литовцы, бандеровцы, калмыки. Это все ссыльных детей. В детдоме больше, чем 5 классов не держали. Отправляли сразу на работу. Но в 14 лет это уже считался взрослый мужик и должен работать. И дети у нас мечтали только скорее бы погибнуть, а на том свете мы отдохнем. Вот мое поколение пацанов в детдоме. Фотографии можете наши посмотреть, детские, 40-х годов послевоенных. Дети Бухенвальда приличнее выглядели. Беда была, еды было никакой, мало было. Черемшу, траву какую-то там, ерунду всякую, похлебку сварят. Хлеба давали 100 грамм, как работникам. И утром, и в обед, и вечером. Надо было 2,5 кубометра дров швырка свалить, распилить, расколоть, сложить и сдать завхозу. Вот говорят, вы, наверное, во что-то играли, а когда играть? 14 часов надо работать. Сейчас взрослый человек это не выдержит. Также я был на дровопилке. Завхоз вечером поздно приехал, сказал, завтра тебя отпускаю с 5 утра. Можешь бежать. Но лучше бегом беги, 18 километров. Там хоронить отца твоего будут завтра. Там. Мне налили вот такой стакан, наверное, 3 стакана водки, сказали поменяться. Но я выпил. Я никогда водку до этого никогда, наверное, в рот и не брал. Сколько лет вам было? Уже 9,5, в годах уже был. Выпил. Они мне кусок хлеба сразу. Я смотрю, отвернулись, я ее за пазуху сразу спрятал. Да ты что, мне 2 дали, а я 2 спрятал. Да ты что, ты ж опьянеешь, ешь хлеб. Я говорю, пацаны меня ждут с гостинцами с похорон, а не со слезами и с соплями. Вот они мне подарили булку хлеба. Так вот, наша бригада из 4 подростков была с хлебом 2 дня. К той пайке еще резали по куску хлеба. Сейчас у вас поднимается рука, чтобы взять хлеб, выкинуть? Да бы что. Я до сих пор съедаю каждый день, может, сейчас поменьше, я килограмм хлеба съедал. Люди думают, что я тут изысканную пищу какую-то. Нет. Я и сейчас полкилограмма хлеба съедаю. Как так вышло, что страна, у которой даже хлеба не было, досыта, буквально через 16 лет после такой кровавой войны, когда половина страны была в руинах, восстановилась, отстроила заново города, создала атомную бомбу и вот в 1961 году запустила человека в космос. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля
1961 года все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. 15 лет это не так уж много, чтобы от такой разрухи перейти к тому, чтобы запустить человека в космос. Я думаю, что подъем был все равно велик. Надо было стремление восстановить жизнь. Интересная вещь, вот, понимаете, у нас героев социалистического труда в 1948 году было присвоено больше, чем за всю остальную историю в Хакасии. Тогда было принято решение поощрять всячески ударный труд в сельском хозяйстве. Кто высокий урожай получит, там, производство мяса, молока. Было присвоено 20 человек звания героев социалистического труда. Ну вот, допустим, Звеневая Баргаякова, Дуся Баргаякова, это вот Есинский совхоз, Аскизский район, это. Они посеяли зерна и серпом скосили 10 гектаров. Ну, бригада была 4 человека. Бригада Баргаяковой вручную серпом выкосила поле, на котором может поместиться 15 стандартных стадионов. Ей звание Героя социалистического труда присвоили, а все девушки, которые там работали в бригаде, получили медаль за трудовую доблесть. Потом у нас даже законодательство менялось. Советский Союз первый отменил смертную казнь. В 1947 году, в декабре месяце, была отменена смертная казнь в Советском Союзе. Вот сейчас показывает бандеровщину, там, вот, Канаду какого-то там чествует, героя там, этого бандеровца. Я был один из последних комендантов у бандеровцев. И им тогда давали 25 лет лишения свободы. Что такое 25 лет? Это практически жизнь заканчивается. Но больше 5-7 лет никто не сидел. Зачеты были. Надо было, если в 5 раз норму выполнил трудовую в лагере, за один день 5 засчитывали. То есть 25 лет дали, а он через 5-6 лет уже вышел на свободу с чистой совестью. Вот я работал на шахте в Абазе. Я там 3 года под землей работал. Нормально. Бригада была комплексная, 15 человек. Несудимый был я и бригадир. А 13 все сидели. Кто 18, кто 20, там разные сроки были. Но это были величайшие мастера, которые прошли ГУЛАГ. Я бы сегодня за 3 рабочих за них не дал, за одного. А меня обучил сварному делу кто? И Геннадий Иванович Павлов. Он был лучший сварщик Красноярского совнархоза. И вот когда мы начали работать, я говорю: Гена, я должен варить, как ты. Но срок обучения 20 дней. Операционную сварку освоил все. Я должен все подключить. Я должен получить профессию машиниста электровоза подземного, электрика. Ведь не будешь же по каждому случаю электрика приглашать, чтобы подключить сварочный агрегат под землей. Это действительно старались, работали. Бывали случаи, когда 3-4 смены подряд, когда там авария или что в шахте. И никто тебе есть не приносил, там, тебе там, не обогревал тебя. Не было обиды на страну, вообще Нет. на жизнь, Нет. что пришлось жить в таких условиях? А дело в том, что подавляющее большинство так все жили. Так жили. Поэтому кого обижаться? Все понимали и трудности. Я вот 4 года прослужил офицером, у меня даже одеть гражданской одежды не было. Я снял погоны, канты убрал и вот носил еще 2 года. Через 30 лет после того, как Гагарин полетел в космос, СССР не стало. К тому времени вы уже состоявшийся человек, руководитель, депутат. Вы как восприняли то, что империя распалась? Я был полностью не согласен с теми решениями, которые были. Я был в состоянии начать гражданскую войну. Вот такое мое состояние было. И только это потери, мы только сейчас потеряли 27 миллионов, вот только война недавно, ведь не так давно она к тому времени закончилась. Это только остановило. Эти негодяи воспользовались этим, всех мастей.
включая в руководстве, которые были и везде. И, по сути дела, обрекли нашу страну, Советский Союз и каждую республику на такие великие жертвы и мучения. Мы потеряли за 30 лет, ну, не меньше, чем в годы войны, чтобы вы знали. От пьянки, от бандитизма, от разборок, от отравления там, алкоголем каким-то там, от нищенской жизни там, обнищали там все. Упадок медицины, всего там это стало. И вот это ж не прошло даром. За 9 лет до распада СССР умер Леонид Ильич Брежнев. У вас с ним личная история есть, он вас назначал одним из руководителей. Вот когда началась эта череда смертей, сначала Брежнев, потом Андропов, потом Черненко, не было ощущения, что вместе с ними как раз умирает и страна? В траурной процессии идут руководители коммунистической партии и советского государства, члены комиссии по организации похорон, родные и близкие покойного. Ощущение было, что это неспроста и не случайно. Андропов после Брежнева пришел. Избрали его, через год он умер. Он умер, избрали Константина Устиновича Черненко, нашего земляка, Новоселовского. Кстати, мать у него была хакасска, чтобы вы знали. На вашей памяти сменилось несколько руководителей страны. Начинали, когда Хрущев был, потом работали с Брежневым, в том числе. Я и Сталина помню. Лично знакомы. Сталина помните. Помню. И когда хоронили Горбачева, Ельцина, Путина. С кем вам лично было и комфортнее работать? 30 января 1982 года, это тоже уже скоро 42 года, как бы, вроде недавно было, меня пригласили на беседу для рекомендации меня председателем облсполкома в Хакасии. Леонид Ильич вел политбюро. Не скажу, что он там дряхлый совсем, да. Челюсть у него там двигалась какая-то, но это последствия его там контузии, ранений. Вот все смеются на малой земле. Вот там Брежнев написал про малую землю. А что такое малая земля? Вот там обороняла эту малую землю примерно 18-я армия. 100 тысяч человек. За 2 месяца, за 3 потеряли 50 тысяч 200-х. И полковники там, и все. Он был полковник, начальник политотдела 18-й армии. Погибали там не выбирало. Там площадь небольшая, 6 на 8 километров, простреливалась со всех орудий. Что он там на этом пятаке выжил, это вообще удивительно. Это даже удивительно. Но потом хихикали. Вот сейчас некоторые, которые хихикали, понимают, что такое война. Генералом стал в конце войны, начальником политуправления фронта был, 4-го украинского. Нормальный мужик, беспокоился. Он понимал, что народ крайне недоволен. Когда в 60-е годы я работал на шахте и был парторгом общешахтного участка. И вот они всегда, парторг, когда этого лысого сбросите вы, Хрущева? В шахту спускались, и там этот разговор шел об этом. Когда этого козла уберете? Война давно закончилась, а у нас продуктов нет, одеть нечего. А вот в октябре 1964 года, я хорошо это помню, каски вверх бросали от радости. Ну, наконец, этого козла сняли. Вот знаете, в течение, наверное, 1 года, всего 1 года, как будто мы стали жить в другой стране. Вот уже в 1965 году мы стали жить лучше. В 1965-м. Говорят, что застой там, брежневский застой. Какой застой? Страна-то работала. В 85-й пришел Горбачев, у вас какое мнение о нем сложилось? Я ему не могу простить все, что он сделал. То, что он сделал. Вот знаете, вот я его сразу понял, что пришел враг. Пришел враг. Он еще был не генеральным секретарем, поехал в Англию. Комиссия по законодательным предположениям возглавляла Верховного Совета. 84 год. 80 декабрь, как раз конец 84 года также. И Тэтчер его посмотрела, премьер-министр. Сказал наш человек. Наш.
на 200 там, или сколько-то, там, не знаю, тысяч фунтов подарков Раиса Михайловна все приняла там. Это, говорит, наш. Это абсолютно наш. С ним можно работать. Вот с ним и загубили величайшую державу. А мы как раз и хотим, чтобы через мышление все осуществить. А что такое мышление? Надо, чтобы все проблемы сейчас открыто и всенародно обсуждались. Это мы делаем? Делаем. Поэтому мы разворачиваем на всех этих фронтах борьбу. На экономическом, социальном, на моральном, на политическом, когда речь идет о демократии. И приглашаем людей участвовать. Вот разворачивая все эти процессы, мы надеемся, будет меняться мышление, будут меняться способ подходов, будет крепнуть принципиальность людей. Мышление, ускорение мышления. Вот это он где-то нахватал, и вот этот трёп этот нес, и все. Давайте перестройку, гласность, вот надо гласность, все. Не успели ничего сделать, а уже наболтали столько, что вообще и сил уже не хватило на реализацию того, что мы план наметили. И вот так мы страну прокукарекали, притом за короткое время. В 91-м, 92-м, когда все вокруг рушилось, вот было понимание, как жить-то нам здесь, в Хакасии, куда двигаться? Было понимание. Это и нас спасло. Но приватизация, я считаю, проведена была преступно в стране. Я об этом никогда не скрывал и говорил. И Ельцину говорил об этом. Мы общались на эту тему с ним. У меня был знакомый его начальник охраны, Коржаков Александр. И он организовал мне эту встречу. Но Борис Николаевич меня действительно пригласил. Ему донесли о том, что я публично отказался от ваучера. Раньше еще. Он говорит, я тебя посажу в Лефортово. Ты ставишь под сомнение правильность действий властей центральных. Я говорю, зачем же обманывать народ-то? Это же ограбление. Это вообще преступление, которого вообще в объеме трудно назвать. Ограбить 250 миллионов советских людей. Это ж беда. Да ты что понимаешь, ты его несешь там, я тебя посажу. Я говорю, Борис Николаевич, я был бы вам благодарен. Я вот как родился, я не отдыхал никогда еще. В 93-м году, когда был конфликт между Верховным Советом и Борисом Ельциным, когда Белый дом расстреливали из танков, вы были там. Вот да. Если была бы такая возможность вернуться назад, сейчас вам, сегодняшнему, вы бы поступили так же? Так же, абсолютно. Я покруче бы поступил. Я тогда был в гуще всех событий, и я голосовал 1 против 4. Я, например, голосовал против принятия декларации о независимости России. Что касается независимости, от кого? Тогда еще Советский Союз был. Мы сегодня все время повторяем, что нас невозможно завоевать, Советский Союз или Россию. Нас можно победить только изнутри. Я всегда говорю, Божий промысел, что у нас появился Путин. Его выдвинула сама жизнь из гущи народа. Он вообще ниоткуда. Если бы он карьерный человек, давно его бы уже не было. А так он ниоткуда. У него что, князья или там директора генеральных заводов каких-то родителей или кто? Да такие же бедные нищие, как у нас у всех. У нас вообще надвигаются, в марте должны быть выборы. Надо действительно поддержать нашего президента нынешнего. Очень даже надо поддержать. И чтобы у нас катаклизмы не произошли опять новые. Обязательно. Это я серьезно говорю, это Божий промысел вообще, что Путин появился. Мы общались с ним, встречались, знаемся друг друга. Злопыхатели говорят, Штыгашев выгодную позицию выбрал. Он вроде как бы и наверху, и в то же время ни за что не отвечает. Вот это как раз за все, включая главу. Я и за главу отвечал. Вы что думаете, все это было легко и красиво? Нет, вы далеко от этого. Была возможность остаться в Москве? Конечно, многократно. Многократно. Лучше здесь быть первым, чем там вторым? Нет, не из-за этого. Я просто
Надо было здесь на месте. На месте просто быть. А не первый. Я, да и первым и не был. Я первых ставил. Это даже лучше, наверное. Но это еще Интереснее. это труднее. А так-то я бы мог вообще в Москве давно бы жить, генеральские погоны носить, и давно бы уже там отдыхал, имел бы квартиру. У меня сегодня квартиры нет даже. Вот мне 85-й год. У меня нет своей квартиры. Вы говорите, вы советский монах, что это значит? Да, советский монах, нисколько не скрываю, да. Я мог бы жадничать и менять их действительно квартиры. И на меня писали об этом. И в ЦК, везде. Не успел я должность занять председателя облсполкома, как завалили письмами Центральный комитет партии. Что Штыгашев как перчатки меняет квартиры. Приехал большой начальник, ну действительно, руководитель из Центрального комитета партии, комитет партийного контроля. Его первые секретари все боялись, как огня. Заходит ко мне в кабинет и говорит: опять на тебя жалобы. Значит, первое, обвиняют, что я националистическую политику хакасскую провожу здесь. Второе, устраиваю себе какие-то там квартиры, жилье, хоромы и так далее. Ну, в общем, там целая пачка у него. Сидел у меня Вяткин как раз в кабинете, Геннадий Африканович. Он тогда был первый заместитель. Я достаю ключи от квартиры. Гена, говорю, свози товарища. Сегодня у меня дома, вот первый раз, говорю, дома, наверное, никого нет. Жена на работе в роддоме, дочь в больнице, интерн в республиканской. Старшей дочери внука куда-то увезли, там что-то там лечить, что-то надо было там корректировать. Сестра жены у нас, пенсионерка, учительница жила. У нас в квартире жило 7 человек. Я говорю, покажи товарищу там, а то действительно, скажешь, скрываю. Минут через 20 он вернулся, весь красный, съерошенный. Он говорит, а где же вы там вообще-то отдыхаете? У вас там кабинет? Какой, говорю, кабинет? Видели полка к стене книжная Принайтовина? Вот под полкой лежит спальный мешок охотничий, я на нем сплю. В зале на диване трое спят, разбегают диван и спят трое. Так называемая спальня, вот жена там, иногда внук там, вот там дочь, вот там они все спят. Странно. Да как вы там это? А я говорю, вот так и живем, не ждем тишины. Я в этой квартире прожил 15 лет. Площадь ее, конечно, огромная, 34,5 квадратных метра. Трехкомнатная квартира. Можете сосчитать, какие площади этих комнат были. И я всегда там жил, всегда там жил. И до сих пор теперь мне жалко, вот жены нет, умерла у него. Это не просто жена была, это мой друг, это все было, товарищ, ну, все. Нас познакомили, когда нас еще не было, родителей. Ее родители у моего отца жили год на квартире. Еще и старших даже не было. Вот так случилось. И поэтому... Как прожили? Ну вот до сих пор мне... И как сейчас вам? Ну, мне даже неудобно, что я не мог уделить даже маломальского такого более-менее внимания, чтобы не испытывали они этих трудностей таких. Работали все. Вот она проработала 45 лет в здравоохранении, приняла 2500 родов. Вот вы хоть одни примите, тогда вы узнаете, что такое 2500. Работала, начинала на участке, в леспромхозе, все там. Доктором ее звали. Докторка. Она раз в месяц выезжала в райбольницу на лошади верхом, получала медикаменты, там, отчеты какие-то сдавала, все. И несколько участков лесных, поселков обслуживала, фельдшером была.
Я вот иногда Ольгу, дочь, называю Надей. Надю жену звали, Надежда Сергеевна. Но потом, говорю, я из Красноярска вернулся, так уже вот в другой квартире. Жена получила, не я квартиру. Многие люди, жители Хакасии, вот так между собой так шутят, то ли всерьез, то ли в шутку. Говорят, тут все стареют, а Штыгашев молодеет. Как вот сохранять Первые 100 здоровье? лет тяжело, потом легче будет. Потом легче. Да какое здоровье? Я и сейчас все работаю. Колю дрова, рублю, чищу, краю, варю обеды сам. Все делаю сам. Я ж привык с самого детства, чтобы никто за мной не ухаживал. Ну, естественно. Сейчас, конечно, у всех свои заботы. Единственное, вот, самое близкое – это дочь. Она тоже работает, занимается наукой, преподает. Профессор, доктор медицинских наук. Вот сейчас ее приглашали работать министром. Здравоохранение. Она говорит, мне эту работу предлагали 20 лет назад. Сейчас не понятно. Слышал такие слова от вас, фразу в одном из интервью. Вы сказали, что вот я 30 лет, даже там 40 лет стерегу богатство Хакасии. Да. Удалось? Ну, процентов, может, на 70, но не на 100. А что потеряли? Ну что, вот угольные месторождения все-таки не так они у нас пошли, развитие их. Ну, я всегда всем предлагаю, если денег нет, я получу пенсию, куплю вертолет на 15 минут и вас провезу над разрезами. Лунный ландшафт приличный выглядит. Ну, это я все понимаю, всем хочется быстро получить отдачу, и никто ничего. Никто рекультивацией вообще не занимается, никто. Есть такие моменты, за которые вы чувствуете свою вину перед Хакасией? Ну, я вину не чувствую. Абсолютно вину. Может быть, надо было жестче иногда в чем-то делать. Если оглянуться назад, что-то есть вот такое, за что прямо вот гордость берет? Ну, как гордость. Все, что построено и сделано. Да, мы жертвовали чем-то другим. Вот. А что сделано? Это дороги железные, автомобильные, воздушные, гидростанция, алюминиевый завод. Из крупных я просто называю. Рудники, которые построили мы. Когда я пришел, председателем меня вот избрали в февраль 1982 года. И мы начали канализационные коллектора переделать в Абакане, улицу Пушкина, все. А Абакан мы действительно сделали. Навалились и сделали. Вот у Некрасова проспект, вы знаете его? Вот, ну, хлебозавод, где старый был, виадук. И вот смотрите, вот проспект Некрасова. Здесь были 2 улицы, то есть 4 ряда домов. Мазанки, глинобитные, всякие после войны, что там где-то так. На скорую руку сделали, где-то жить надо было. Это вообще не благоустроенная территория. И только через 30 лет нам удалось, даже 35 лет, завершить вот Некрасовский проспект. Так, широкие улицы, разъезды, высотные дома. Канализация, люди даже не знают проблемы никакой сейчас. Владимир Николаевич, 2023 стал финальным в вашей карьере на посту председателя Верховного Совета Хакасии. Вот эксперты, наблюдатели, там, так скажем, политологи говорят, что Акела промахнулся. А я и не стрелял. Я еще ни разу не стрелял. А раз выстрелили, только в лоб. Я не стрелял. Нет, я Готовы были к этому? принял решение давно еще, в прошлом году. Вот такое решение было принято. Я бы хотел пожелать вам успехов. А в отношении себя я свою кандидатуру снимаю, ради бога, не надо. Попробуйте повторить мой подвиг, 33-летний. Предлагалось мне даже вот в Совет Федерации там, это не для меня тоже. Почему ушли из «Единой России» и пошли вместе с Коноваловым? Ну и почему с Коноваловым? Я пошел С партии. поднять, чтобы Компартию немножко. Где Я вы? не член партии коммунистической. Я член КПСС был только.
от 61 года, с момента Гагарина, когда он полетел. Сегодня как живет не председатель, а рядовой депутат Штыгашев? Нормально. Не скучаете? Не, так же живу. В смысле, Ну, по работе. по Вы работе? же всю жизнь в этом ритме были. Нет, я все равно занимаюсь. Я общаюсь, встречаюсь с главой республики. Вот я Валентину говорю, ты должен понимать, в месяц тебе надо 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов, чтобы топить, обогревать, обслуживать, канализация, чтобы все работало, дороги, все. Зарплату надо платить, бюджет на всей сфере, медицине, там, и учителям, и всем прочим надо, чиновникам, и всем остальным. Всем надо платить. И вот надо 5 миллиардов в месяц. В год, значит, надо, сколько ты арифметику, говорю, знаешь? 60 миллиардов надо в год. Вот это минимум бюджет должен быть доходная часть, поскольку это расходы. Что нам дает федерация? Ну, допустим, там 6 или 7 миллиардов, или 8. А я говорю, я считаю, что там не 8, а 12 должны они передавать. Вот, а ты там попробуй поговори, поругайся. Тебя завтра же, ты там туда обходить будешь Москву. А я, говорю, все время ругался. Россию грабят не на миллиарды рублей, на десятки. Хакасию на 10-15 миллиардов в год Владимир грабят. Николаевич, очень правильно подняли вот- вопросы. Мы договоримся с Антоном Германовичем. Он даст персональное поручение. Послушайте меня теперь. Он даст поручение. Ну, включите В микрофон. Мордовии, Костромской области и Хакасии. Позорище, если у них государственный долг свыше там, 100% их собственных доходных частей бюджета. Вы оптимист или пессимист? А? Оптимист или пессимист? В принципе, я больше оптимист, чем пессимист. Я оптимист. Я все равно верю, что нам удастся устроить жизнь лучше, чем она была. Что бы вы хотели, что могли бы пожелать жителям Хакасии? А я хотел бы пожелать им все-таки уверенности в их жизни, уверенности. И самое главное, чтобы радовали себя, своих близких, друзей. Если бы каждая семья создавала и делилась, а когда в семье купят там условно яхту, а человек 20 нищету, это плохо. Это уже не родственники. Даже распределять должны родственники, оказывать помощь. Вот я 2 сестрам действительно энную сумму из зарплаты давал. И потом одна с юмором, старшая сестра была, Людмила. Володя, ты давно мне социальную помощь не оказывал. Я говорю, ну он понял, заеду. Ну, вот там, ну, что такое? Зарплата, да, большая зарплата у меня была, 200 тысяч. Ну, 180 на руки получал или сколько там. Ну, иногда премию квартальную какую-то там раз получишь, или там 2, может. Какая ваша главная награда? Главная награда, вас. для награды, что я все-таки служил тут обществу. Вот это самая главная награда. А жалею о неполученных наградах о 2. Медаль за отвагу мне не дали в 60-м году. Сказали так, вышестоящее там руководство МВД. Войны нет, какая медаль? Война давно уже закончилась. Какая медаль за отвагу? А других наград не было тогда. Только эти военные были. Второй, нас наградили, решения уже были приняты орденами Трудового Красного Знамени. Меня и Шенина, Олег Семеновича, который у нас был первым секретарем, умер сейчас. Член Политбюро, член ГКЧП, кстати, был. И вот он приезжает из Москвы, слушай, говорит, ты не возражаешь, тебя исключим, и меня тоже. А мне, говорит, в следующем году 50 лет, мне орден Октябрьской революции более, значимый не дадут. Там мне раньше, через 3-4 года награждать. В общем так, везде расписали, плакаты выпустили этот орден. А мне, я говорю, где орден? Нету.
Вот не полученный мне жалко. Какое место в вашем сердце занимает Хакасия? А все. Все там. И вот правда, я ведь иногда критикую что-то, я ведь не потому, что я чего-то там ненавистник. Я хочу, чтобы она лучше стала. Желаем вам долгих лет жизни и еще поработать на благо Хакасии. Ну, первые 100 лет тяжело, потом легче. Первые 100 лет тяжело, потом легче. Умейте посмеяться над собой сами иногда. Спасибо. Тогда будет хорошо. Спасибо вам.